Прекратите вешать ярлыки. Мы не иждивенцы, мы не пещерные националисты, мы не террористы, мы не экстремисты и мы не ленивый народ. А на международной арене мы не сфера влияния, мы не чье-то подбрюшье там. Мы богатая, красивая, с великой историей страна. Мы нация открытых, умных, талантливых и трудолюбивых людей в нашей стране. И когда мы это осознаем, именно осознаем, что каждый из нас должен уважать себя, начать уважать себя, свой народ, свою страну, когда интересы своего народа будут всегда выше своих собственных интересов, интересов кого-либо еще, интересов другой страны, чужого государства. Когда стыдно воровать и грабить свой народ, и должно быть стыдно чиновнику жить на откаты и получать эти откаты как свою собственную зарплату, когда министры, депутаты, акимы возомнили себя хозяевами нашей страны, своего собственного народа, когда судьи выносят свои решения по звонку какого-то влиятельного должностного лица, это тоже должно быть стыдно. Когда простые граждане нашей страны забудут наконец этот унизительный термин, это Казахстан, детка, тут уже ничего не поделаешь, у нас все чиновники такие, это не мы такие, это страна такая. Это очень унизительный термин. Когда мы будем работать на нашу страну, в интересах наших сограждан, не обманывая ни себя, ни своих же сограждан на этих выборах, когда мы будем строить и работать именно на нашу страну, на наших сограждан, не обманывая ни себя, ни наших сограждан, ни наш народ, и давать им право выбора самому решать, кто будет защищать интересы нашего государства, интересы нашего Казахстана. И вот тогда на международной арене наш Казахстан займет высокое и достойное место в мире. И наш призыв «Алға Казактар», он будет звучать не только у нас, он будет звучать во всем мире.